Вот уже 27 лет Бенали Халилов живет в Ингушетии. Турки-месхетинцы за время проживания в республике прекрасно освоили пахотные земли. Из 100 семей, проживающих в регионе, почти все 700 человек работают на полях, через которые тянется Алханчурский канал. С каждым годом численность турецкой диаспоры только растет, как и объем продукции, выращиваемой земледельцами. Мы целиком землей занимаемся. Среди нас есть врачи, среди нас есть преподаватели, которые уже в пенсии, которые работали. Сейчас медсестры есть у нас и один депутат, как вы знаете. Так мы все, весна как появляется, все идем хором на поле, сажаем, выращиваем. Выращенные нами этих продукций все, можно сказать, целиком продается в наших рынках. Его друзья и по совместительству коллеги по работе отмечают: Бенали – человек, который отвечает за свои слова, добросовестный и порядочный. И эта награда действительно нашла своего скромного героя. И то, что глава государства Владимир Путин отметил Бенали благодарностью за достигнутые трудовые успехи, говорит о многом. То, что он достоин этой награды, конечно, достоин. Дай Бог ему здоровья и дальше так трудиться, и чтобы также его уважали. Он в протяжении этих уже 7-8 лет работы, показал себя действительно грамотным, эрудированным, честным, порядочным человеком, который соответствует духу нынешнего времени. По крайней мере, его соплеменники, турки, месхетинцы, очень довольны его работой. Многочисленные грамоты и награды, каждая из которых он радуется как первой. Самая дорогая для него, признается Бенали, это медаль от Юнусбека Евкурова к 25-летию Ингушетии. Отношения же с местными жителями у него замечательные, признается он. Здесь, в Малгобеке, они живут одной дружной семьей, часто помогая друг другу. Дети уже хорошо владеют ингушским языком. Правда, сам Бенали такими познаниями похвастаться не может. Наши дети хорошо умеют разговаривать, полностью могут сказать. Разговаривать. А вы что-нибудь скажете на ингушском? Баркал, сахал, дикхел, вот такие вещи. Для Бенали такое внимание еще одно свидетельство, что его скромный труд заметили. Но он считает, что эта награда принадлежит не только ему, а всем, кто трудился вместе с ним на полях и на общественном поприще. Бенали не только депутат Горсовета, но и член Ассамблеи народов Ингушетии. Хочу поблагодарить главу республики за правильную национальную политику, потому что турки пусть будут разные народы, которые живут здесь, они живут, как и ингуши, как и другие люди, на равных правах. Это очень важно для нас. И, конечно, такие награды нас еще поощряют, еще больше мы будем стараться вносить свою лепту для укрепления мира, дружбы народов между Российской Федерацией, в том числе и Ингушетии, конечно. Благодарность президента страны еще раз доказывает, что труд человека высоко ценится, когда каждый вкладывает душу в свою работу, воспитывает неравнодушных к своей родине детей и прославляет свою страну. Светлана Томова, Магомед Дидигов. Новости 24.